Дитя мое, вот что говорит сегодня Господь. Боль закончится, слезы закончатся, дверь откроется. Настало время чудес и благословений. Ты пережил невозможное. Не сдавайся. Если вы считаете, что 7777 явный знак, посмотрите это видео. На этой неделе с вами произойдет чудо. Я хочу показать вам то, чего я так долго ждал. Готовы получить? Введите 7777, если согласны. Бог говорит: «Я помог тебе». Всегда будь сильным и имей веру даже в слабые моменты жизни. Твоя вера должна быть сильной. Я люблю тебя. 1111 все сказано и сделано, это произошло очень быстро. Спасибо, что не сдались, благословения придут, если вы поверите 1111. Бог сказал: мы понимаем, что в жизни бывают взлеты и падения. Но не бойтесь. Куда бы вы ни пошли, мы будем там, потому что я ваш Бог. Я люблю тебя. $999,99. Вы получите хорошие новости, которых терпеливо ждали. Пришло время осуществить ваши желания. Пришло ваше время сиять. Поделитесь этим видео, введите 9999 и следуйте инструкциям. Бог говорит, что есть надежда. Это может быть не видно. Но помни, ты не видишь того, что вижу я. Я твой Бог, я закончил. Я поддерживаю тебя и люблю тебя. 222 Вселенная говорит тебе об этом. В этом году вы встретите настоящую любовь, которую заслуживаете. Этому человеку не терпится быть с вами. Вы – любовь всей жизни этого человека. Ожидайте волшебства. Бог сказал, что бы ты ни делал, делай это в меру своих способностей. Ты представляешь меня. Я выбрал тебя. Я люблю тебя. Теперь давай изменим этот мир. Ничего невозможно. Он знает, кто ты. Время, когда вы с которыми сталкиваются, делает вас ленивым. Нас ждут грядущие дни. Пожалуйста, не сдавайтесь. 1111 каждый палец, к которому вы прикасаетесь, приносит хорошие новости до конца месяца. Пожалуйста, подтвердите, что да. Пожалуйста, введите «да» для подтверждения и следуйте инструкциям. Если вы верите в христианство, пожалуйста, поддержите нашу христианскую общину пожертвованием. Мы ценим все усилия до $100. Спасибо. Аминь. Бог сказал, что боль прекратится. Мы откроем небесные окна и зальем все, чего Он ждал. Если верите, напишите «да». Я знаю, что ты не знаешь, что я делаю, но продолжай молиться. Однажды все это обретет смысл, обещаю. Если ты веришь «да», пожалуйста, напиши. 1111 и все становятся на свои места. В том числе и ваши опасения. Ты там, где должен быть. Если вы в это верите, введите 11111. Бог сказал: радуйтесь всегда. Никогда не переставайте молиться и за все благодарите. Ибо такова воля Божья для Иисуса Христа. 1212 ваше время пришло. Услышьте обилие благословений, которые вас окружают.
Верьте, молитесь и наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему. В 1212 году Господь сказал: «Я буду с тобой, пока ты спускаешься в глубины. Если ты перейдешь реку несчастья, ты не погибнешь. Если ты ходишь в огне угнетения, не гори, и огонь не сожжет, но погубит тебя». 1111 ответ таков: да, ты получишь то, что желаешь. Пожалуйста, введите желаемый контент. Пожалуйста, подождите. Мир движется по частям. Если вы согласны, напишите «да». Бог сказал: «Я не хочу совершенства. Я хочу преданности делу. Я хочу ответственности». Бог пытается превратить вашу историю в историю счастья, исцеления и финансового успеха. Если вы согласны, пожалуйста, введите «да». 1010 – это послание от ваших ангелов. Сохраняйте надежду и сосредоточьтесь на том, где вы находитесь и куда идете. Подключитесь к высшим божественным энергиям, которые повышают ваши вибрации. Затем введите «да», когда будете готовы сделать его более привлекательным. 1212 чудо придет к вам. Чуда достаточно, чтобы изменить всю вашу жизнь. Сохраните этот список, когда будете готовы. Доверьтесь Иегове всем своим сердцем, чтобы он вынес приговор, и не полагайтесь на свое собственное понимание. Исповедуйте все свои пути Богу, и Бог укажет твой путь. Божий план всегда лучший. В некоторых случаях процесс болезненный и трудный. Но помните, когда Бог молчит, Он что-то делает для тебя. Пожалуйста, напишите «Аминь». Бог говорит, что я вижу тебя, когда ты слаб. Я никогда тебя не терял и не забывал. Не отвергай меня и не забывай меня, когда дела идут хорошо. Если вы верите в 3333, произойдут великие дела. Ваши мечты постепенно сбудутся. Чудо происходит сейчас. Большие мечты всегда сбываются. Если верите, напишите, пожалуйста, «да». Бог говорит, что вы не одиноки. Вы можете так чувствовать. Но то, что сатана пытается заставить вас чувствовать себя таким образом, это ложь. Я всегда с вами. Я тебя люблю. 1212 позже в этом месяце вы получите чудо, изменившее вашу жизнь. Удивительное чудо приближается к вам. Это удобно. Введите «да», чтобы получить его. Бог сказал: «Жизнь, которую я даю тебе, не твоя. Ты был создан по моему образу, чтобы жить для меня». Это инструмент для поддержки любви, помощи и утешения другим. Ищи меня, и ты найдешь свою цель. Верни то, что у тебя есть. Все кончено. Я отдам это тебе и дам тебе то, что хочу. Я хочу, чтобы ты показал мне. Я люблю тебя. 2222 живи своей жизнью с изяществом. Твой свет сияет так ярко. Ты не можешь остановить то, что предназначено для вас. Ваше. Перейдите к своему видению и запишите его. Для поиска этого сообщения введите 2222. В этом году в вашу жизнь придет много настоящей любви. Все, о чем вы попросите, придет к вам. Это твоя печать. Это самая важная часть. Все придет в указанное время.
Если вы согласны, напишите, пожалуйста, «Да». 333 природа сделает для вас чудесные вещи. И множество возможностей придет в вашу жизнь отовсюду. Вы получили много благословений. Если верите, введите 333. Господь, сегодня мы отдаем себя в Твои любящие руки. Дай нам мудрость и силу, чтобы вести нас по этим шагам. И наполни наше сердце. Пусть наши действия будут знаком Вашей любви и благодати. Он защищает нас в течение дня и дает нам утешение и надежду в любой ситуации. Во имя Иисуса. Аминь. Бог говорит о прощении и милосердии. Я знаю, что это трудно простить. Но проявление сострадания – это один из способов помочь себе. У Вселенной есть для вас что-то особенное. Эта ночь придет в твою жизнь. Приближается ваш благоприятный день. Сохраните для подтверждения. Если вы ему доверяете, введите 1212. Бог говорит, даже не думай сдаваться. Ты будешь таким, как бы ты сейчас ни выглядел. Я понимаю, что вы беспокоитесь о деньгах, здоровье и семье. Помните, я всегда работаю для вас. Сегодня я желаю вам мира, здоровья и успехов. Если мы не сдадимся, мы создадим что-то хорошее. Давайте приготовимся молиться за выход из этой ужасной ситуации. Бог все еще любит тебя прямо сейчас, сегодня вечером, прямо сейчас, даже если ты больше не делаешь добра. 1111 вы начинаете новую эру. Этот сезон приносит любовь, деньги и счастливые отношения. Будет больше возможностей, и этот сезон станет лучшим сезоном в вашей жизни. Если вы согласны, напишите, пожалуйста, «Да». Бог сказал, дело Господне распространится, как большая волна. Ничто не может остановить его. Ничто не может остановить его. Только те, кто по-настоящему слушает Божьи слова и ищет Бога, могут идти Божьим путем и получить Божьи обетования. Тех, кто не придет, ждут лишения и соответствующее наказание. 11.11 Вы читаете это случайно. Вы читаете это, потому что это для вас. Это для подтверждения того, что все правильно. Все начинают вставать на свои места. Будьте готовы столкнуться с неожиданными событиями, хорошими новостями и мировой политикой. Введите «Да» для подтверждения. Через 3 дня 333 вы действительно поймете, что откладывать свои планы – это благо. Его любовь, Он всегда рядом с тобой. Он ведет вас здесь и сейчас. Если верите, напишите «Да». Для Бога нет ничего невозможного. Он знает, через что ты проходишь. Трудные времена, с которыми вы столкнулись, делают вас сильнее. Лучшие дни ждут. Не сдавайся. Бог говорит, что ты моя любовь. Сатана скажет вам, что он ненавидит вас и все, что вы делаете. Но он лжец. Он пришел в этот мир, чтобы воровать, убивать и разрушать. Я пришел, чтобы отомстить. В 44-м году вы можете видеть, что я прошел долгий путь. Ваш позитивный настрой обязательно поможет. Он сбудется. И вы можете видеть это в своем здоровье, работе, личной жизни и даже в своей духовной жизни.
Это позитивное изменение поможет вам поверить, что вы все еще живы. Введите «да» для подтверждения. Вселенная поддерживает вас. В вашу жизнь войдут неожиданные благословения, любовь, материальные блага и многие духовные блага. Если верите, напишите, пожалуйста, «да». Слава Богу! Бог может спасти вас от греха. Тогда великая радость сделает тебя невинным перед Богом. Иегова защитит тебя от всех опасностей. Он спасет вашу жизнь. Если вам 44-го года, и вы читаете это, значит, Бог всегда наблюдает за вашими приходами и уходами. Покажите, что вы пришли в нужное место. Деньги приходят к вам, вы освоили их. Любовь найдет тебя, и жизнь будет лучше, чем ты можешь себе представить. Будьте уверены в себе и верьте, что все будет хорошо. 777 терпения. Все, чего вы ждали, придет к вам. Введите «да», чтобы подтвердить, что ангел сказал вам, что чудо произойдет. Чуда достаточно, чтобы изменить всю вашу жизнь. Сохраните этот список, когда будете готовы. Введите «да», чтобы повысить свою веру в план Бога. Примите Божью любовь. Удалите из своей жизни людей, которые не соответствуют Божьей цели и плану. Сопротивляйтесь желанию преследовать или искажать свое истинное «я», чтобы защитить себя. Решите отпустить их и вместо этого пригласите Бога восстановить ваше разбитое сердце. Я снова обрела в нем надежду, и когда закрывается одна дверь, поверьте мне, Он всегда открывает другую. Если вы видите это число регулярно, ангелы с вами. Вы собираетесь получить величайшие благословения в своей жизни, которое изменит все. Введите «да» для подтверждения. Боже, даруй нам мир и довольство в Твоем полном присутствии среди наших бед. Успокойте нас своей любовью. Укрепи нас своим миром. Направь нас своей мудростью. Помоги нам довериться Твоим планам и покоиться в Твоей бесконечной милости. Мы знаем, что Бог – наш величайший источник силы и безопасности. Во имя Иисуса, аминь. Сегодня Вселенная говорит вам, возможно, вы увидели благословение. Но я ничего не вижу. Сделайте что-нибудь новое, и вы увидите взрыв благословений. Это благословение, которое выведет вас на новый уровень. Поверь мне, я тебя прикрою. Лучшее еще впереди. Ничто из того, что исходит от Бога, не пропадает зря. Даже несмотря на то, что он был ранен, он будет работать ради собственного блага и достоинства. Сегодня утром Бог говорит вам, что вы добьетесь успеха. У вас и вашей семьи все будет хорошо. Просто встаньте и сразитесь в этой битве. И если вы думаете, что Бог сказал, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться успеха, включая это, введите это для себя. Бог благословит вас и благословит, не говоря ни слова. Мы утверждаем, что Бог посылает в ваш дом чудо, которое изменит всех. Бог укажет путь. Бог говорит вам сегодня начать все сначала, переориентироваться. Вы можете редактировать его столько раз, сколько захотите. Не останавливайтесь на достигнутом. Если вы знаете это слово, пожалуйста, оставьте комментарий. А Господь – источник всех благ.
Мы славим вас и молимся за вашу доброту и любовь. Спасибо за все, что вы нам дали. Спасибо за наше здоровье, ресурсы и безопасность. И за заботу о нас во всем, что мы делаем. Помогите нам благословлять других через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вы привлекаете настоящую любовь в свою жизнь. Все аспекты жизни могут процветать и приносить большое счастье. Вы будете счастливее, чем когда-либо. Если вы видите это, подтвердите свой выбор, набрав до 1111. Это означает, что скоро у вас появится второй шанс на жизнь. Второй шанс реализовать свои мечты. Не упустите эту возможность. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Введите 1111, чтобы получить это благословение. Сегодня Бог говорит вам: будьте готовы. Я разговаривал с нужными людьми и удивлю вас. Я писал об исцелении, свободе и расширении возможностей. Это происходит внезапно, но вы не предвидите этого. 222 ответ «Да». Вы получаете то, что просите. Пожалуйста, введите желаемый контент. Пожалуйста, подождите. Земля движется частями. Пожалуйста, введите 222, если вы согласны. Вас ждут хорошие новости. Это знак того, что вы на правильном пути, что бы ни происходило в последнее время. Сохраните эту статью для ознакомления. Если верите, введите 1.0. Ангел говорит, что с тобой произойдет чудо. Чудо достаточно, чтобы изменить всю вашу жизнь. Если вы готовы, поставьте лайк этому видео. Ответьте «Да» до 12 часов 12 минут. В конце этого месяца вы получите благословение, откровение, силу и продвижение по службе. Я не могу передать вам, насколько я ценю в жизни все. Введите «Да», чтобы объединить запросы. Все происходит с тобой мгновенно. И спасибо, что не сдались. Напишите «Да», когда будете готовы к молитве. Подтверждение того, что то, что вы ищете, придет к вам. Если верите, напишите «Да». Последние новости. Завтра утром Бог явит тебе чудо, которое устранит все проблемы в твоей жизни. Введите «Да» для подтверждения. Сохрани меня, Боже мой, ибо на Тебя уповаю, и воззову к Господу: Господи, Ты Бог мой, и кроме Него. Псалом 32, 8. Видение ясное, но это еще чудо, это произойдет на этой неделе. Вы скажите то, чего вы ждали, подготовьтесь к этому, напишите «Да» и следуйте нашим инструкциям. Эти выходные посвящены восстановлению вашей веры в себя, свои цели и предназначения. Лечение начинается с возвращения к основам. Упростите, отпустите ситуацию и сосредоточьтесь на том, что нужно вашей душе. Пришло время начать создавать ту жизнь, которой вы действительно хотите жить. Самосознание меняет все. Вскоре вас повысят на более высокую должность. Вы испытаете столько счастья, и все вокруг вас наполнятся радостью и верой. Пожалуйста, когда будете готовы, введите 1111. Если сердце твое трепещет, Господь говорит, когда ты молишься, ты слышишь биение своего сердца. Лучшее лекарство от разбитого сердца – молитва. Я с тобой, я люблю тебя, Боже,
я не понимаю своей боли. Но Он понимает. Пожалуйста, дай мне силы бороться с тобой. Я люблю тебя. Бог сказал: не живи в ненависти, но начни любить, и люди всегда будут презирать тебя, но я никогда не умру. Отдай свою жизнь в мои руки. Я позабочусь о тебе. Я люблю тебя. Сегодня может быть не твой день. Но сегодняшний плохой день – это сегодняшний плохой день. Завтра новый день. Посмотри и улыбнись, я люблю тебя. Вскоре вы поймете, почему время выбрано идеально. А мы объясним, почему все произойдет гладко, и приведем вас к месту назначения. Когда будете готовы, введите 1111. Бог говорит тебе сегодня, дитя мое. Слишком много думать о будущем – это план сатаны, чтобы заставить вас упустить все, что важно сейчас. Мой дух будет направлять ваше будущее. Я люблю тебя. Если вы верите в Бога, поставьте лайк этому видео. Бог говорит, что жизнь, которую я даю тебе, не твоя. Ты был создан по моему образу, чтобы жить для меня и быть источником любви. Найдите меня, предлагающего помощь и утешение другим, и вы найдете свою цель. Скажи мне контролировать то, что ты хочешь, чтобы я мог показать тебе то, что хочу. Я люблю тебя. Не беспокойтесь ни о чем, но молитесь обо всем. Скажите Богу, чего вы хотите, и поблагодарите Его за все, что Он сделал. Ваш Отец влиятельный, авторитетный и заботливый человек. Любящий и честный, ни о чем беспокоиться. Перестаньте паниковать и передайте файл. Бог никогда не оставит тебя. Если вы верите в Бога, пожалуйста, оставьте комментарий 2222, если вы читаете это, ваш великий день начался. Ты исцелишься, настоящая любовь найдет тебя. И деньги благословят вас и вашу семью. Вы готовы к этому подарку? Пожалуйста, введите 2222 для подтверждения. Я не читал это сообщение. Все, что соответствует вашему акценту, будет лучше. Бог приготовил для вас путь. В вашей жизни вот-вот произойдут перемены. Приготовьтесь к молитве. Вы уже достаточно пережили. Успех близок, Бог посылает вам важное послание. Благословения станут очевидными со временем. Бог принял ваши молитвы. Это происходит внезапно. Не теряйте надежду, даже если думаете, что все кончено. Бог пошлет вам чудо. Если вы верите в Бога, пожалуйста, сохраните эту статью. Если да, напишите, пожалуйста, да. Однозначно готовьтесь к 2024 году. Вы будете в замешательстве, почему все по-другому. Я просто хочу быть счастливым, даже если для этого придется двигаться в том направлении, в котором я хочу. Риска что-либо потерять нет. Сохраните это видео. Чтобы подать жалобу, введите «Да». 110 вас ждут хорошие новости. Это знак того, что вы на правильном пути, чтобы не происходило в последнее время. Сохраните эту статью для ознакомления. Если вы так думаете, введите 100.0. Бог учит нас быть добрыми друг к другу. Представьте, что вы живете чужой жизнью и увидите, насколько это сложно.
Не всем так повезло, как вам, так что будьте добры. Я люблю тебя. Если вы верите в Аллаха, поддержите наш канал пожертвованием и выиграйте крупные призы от 50 до $100. Большое спасибо. Аминь. Бог сказал: «Я не хочу, чтобы ты пострадал. Пожалуйста, помоги мне войти в твою жизнь. Я хочу помочь тебе. Я люблю тебя». Это то, что я говорю вам сегодня. Чудеса прошлого происходят. Бог слышит ваши молитвы. Бог чтит вашу веру и благословляет вас новыми возможностями и успехом. У меня на вас большие планы. Ваши дни будут успешными. Успеха и роста. К концу этого месяца Бог даст вам великие благословения, которые изменят вашу жизнь. Я не знаю, для кого это, но Бог благословит вас больше, чем вы просите. На твоем месте я бы зашел в комнату и закричал на себя. Хорошие вещи приходят к вам с небес. Я заявляю, что если вы доверяете Богу сказать «Аминь», то, о чем вы просите, немедленно придет к вам. Я верю, что когда вы говорите «Аминь», Бог открывает для вас новые двери. 7777 у меня для тебя хорошие новости. Природа изменила ваши обстоятельства, и вы вступаете в новый сезон благословений. Приготовься. Когда закончите, введите 7777. Готовый? Бог хочет, чтобы вы знали в этот вторник. Когда сегодня утром вы открыли глаза, Бог открыл для вас новую дверь. Откройте для себя что-то удивительное сегодня. 2. Помедленнее, говорит Господь, у меня достаточно времени. Есть большая проблема. Мы уверены, что вам понравится то, что мы для вас запланировали. 3. Сегодня Бог покроет ваше сердце неожиданными благословениями. Горы сотрясутся, сердце исцелятся, и молитвы переполнятся. Бог сказал: «Я не хочу, чтобы ты мстил. Месть разрушает твою душу. Только дьяволу это нравилось. Не угождай дьяволу. Я люблю тебя и верну тебя обратно». Эта неделя посвящена большему, чем просто восстановлению после неудачи. Но это также подталкивает и переходит на новые уровни силы, успеха, прогресса и развития. Если вы так думаете, напишите: «Да, Бог сказал, что язык может принести смерть или жизнь». Те, кто решит высказаться, столкнутся с последствиями. Бог говорит, что мы не знаем, что произойдет завтра. Твоя жизнь подобна туману. Это может быть видно только в течение короткого периода времени. Но потом оно исчезло. Полностью доверьтесь Иегове и не полагайтесь на собственные знания. Думайте о том, чего Он хочет на каждом шагу, и Он поможет вам двигаться в правильном направлении, смеется. Вы собираетесь отпраздновать что-то особенное. Когда вы поделитесь хорошими новостями, вы наполнитесь радостью и счастьем. Казалось, он скоро исчезнет из этого мира. Все с тобой произойдет, будь готов и жди. В ходе выполнения. Пожалуйста, введите 555, если вы согласны. Бог говорит, что люди всегда терпят неудачу. Но я никогда не терплю неудачу. Отдай свою жизнь в мои руки, и я защищу тебя, я люблю тебя. Ваше время близко. Это произойдет и с вами.
Больше прогресса, больше благословений. Верьте в себя и наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему. Все пройдет как по волшебству. Введите «да», когда будете готовы. Бог сказал: «Я буду здесь навсегда». Проводи время рядом со мной. Все в этом мире временно. Живи своей жизнью в моем присутствии, я буду любить тебя. 1111. Если ты видишь это, значит, у тебя есть второй шанс на жизнь. Второй шанс реализовать свои мечты. Не упустите эту возможность. Если вы верите в это, позвоните 1111. Бог говорит это вам сегодня. Я знаю, что ты устал физически и морально, но ты должен двигаться дальше. Мы присматриваем за тобой, ты победишь, ты и твоя семья. С семьей все в порядке, просто стой там и борись с этим. Игра 222. Ответ таков: да, вы получите то, о чем просили. Пожалуйста, введите желаемую информацию. Пожалуйста, будьте терпеливы. Вселенная движется. Пожалуйста, введите 222, если вы согласны. Если вы поверите, вы получите то, о чем просите в молитве. Не сомневайтесь в Боге. Верой вы можете получить от Бога то, что вам нужно. Все начинается с веры в Бога в невозможное. Не беспокойтесь о причине. Верьте, что Бог благословит вас и благословит вас, не говоря ни слова. Мы сохраним это. Есть 4 вещи, которые Бог хочет, чтобы вы знали. Прежде всего, сегодня день вашего успеха. Ожидайте скорого звонка, хороших новостей и молитв. Это только начало. Во-вторых, во имя Иисуса я заявляю, что проклятие снято. В-третьих, Бог говорит вам сегодня: пришло ваше время побеждать. Никаких больше потерь, никаких долгов, никаких разочарований. Потому что Бог отвечает на ваши молитвы. Он даст вам больше, чем вы просите. Пожалуйста, оставьте комментарий, если вы в это верите. Поздравляем! Хорошие новости придут к вам. Мир меняется в любой ситуации. Начинается новый сезон благословений. Приготовься. Введите 1111 для подтверждения. Бог сказал: как поживает Моисей? Мы с тобой. Никто не сможет остановить тебя. Я никогда не оставлю тебя. Я не оставлю тебя. Отпусти то, что для тебя плохо. И терпеливо ждите, пока благословения достигнут вас. Вот что Господь говорит вам сегодня. Доченька, тебе тяжело. Помни, кто я. Для меня нет ничего сложного. Хоть это и не так, поверь, как и в этом виде, я все за тебя спланировала. И если ты веришь в Бога, у Него есть совершенный план для вашей жизни. Будут трудные дни, и вы будете уставшими, но Бог доверяет идеальному методу и времени. Между ними большая разница – молиться, стоять и доверять. Бог видит ваши страдания. Он знает, какое давление ты чувствуешь. Он обеспечит, Бог приготовит путь для вас. Он не увез тебя далеко, Он ушел от тебя. Все будет лучше. Это напоминает вам, что Бог слышит ваши молитвы и видит ваши слезы. Ваш ответ придет.
Бог знает, насколько трудна и неотложна ваша ситуация. Он изменит вашу жизнь в мгновение ока. Итак, просыпайтесь и начинайте свой день. Не нужно беспокоиться. У Бога это есть. Бог готов помочь вам сейчас. Бог положит конец рабству раз и навсегда. Это время запомнится вам как время, которое Бог приготовил для вас. Ты обязательно умрешь во имя Иисуса 1111. Это знак того, что ты не хочешь ничего делать силой. Просто сосредоточьтесь, поверьте и посмотрите, как все получится у вас. Бог говорит, что чувствовать себя потерянным и растерянным – это нормально. Вам не обязательно знать все. Все, что вам нужно сделать, это поверить мне. Я люблю тебя. Я не навязывал тебе жизнь. Я знаю, что ты в замешательстве. Открывая свое сердце чудесам будущего. Осознавая энергии, которые нас окружают, мы становимся более чувствительными к тому, что происходит в нашей жизни. Момент, которого я с нетерпением ждал, когда сдамся, появился перед моими глазами ярким светом. Осветите свой путь к месту назначения. Мы отпускаем любые сомнения и страхи, которые могут нас сдерживать. И мы верим, что знание природы поможет нам в этом путешествии. Он превосходит наши самые высокие ожидания по красоте и славе. И мы потеряли дар речи от удивления. Мы протягиваем руку помощи, чтобы получить этот подарок. Мы принимаем это с радостью и смирением. Я знал, что путешествие вот-вот начнется. Он полон сюрпризов и благословений, которые превосходят наши ожидания. И мы заслуживаем богатства Вселенной не больше, чем мы заслуживаем себя и богатства Вселенной. Прошли дни и недели. Мы получаем свет этого великого дара. И пусть оно притягивает каждый аспект нашей жизни. Делитесь нашими успехами с окружающими и приносите добро и любовь, куда бы мы ни пошли. Мы можем создать счастье и полноценную жизнь. Когда мы думаем о будущем, у нас появляется новая цель и надежда. Этот подарок напоминает нам о бесконечной любви и изобилии вокруг нас. Это дар природы. И я обещаю беречь это. Я знаю, что оно приходит к нам только тогда, когда мы подходим к жизни с открытым сердцем. В бескрайнем пространстве космоса, среди растущих созвездий и сияющих звезд присутствует присутствие Бога. Давление любви и бесконечное количество пальцев, пока мы идем по жизни, жизнь мягко указывает нам правильное направление. И это напоминает нам о нашей ценности и потенциале. Скоро наводнение удивит моего ребенка. Вы произнесли эти слова с честностью и теплотой, которые заставили нас гадать и гадать, что будет дальше. Это ошеломляющее процветание, несомненно, окажет долгосрочное влияние на нашу жизнь. Когда мы пытаемся понять эти выражения, мы слышим голос внутри себя. Нас обрушатся волны счастья и возможностей. Вселенная словно затаила дыхание. Вокруг нас царила атмосфера, как будто мы волновались о том, что должно было произойти. Мы приветствуем это ошеломляющее благословение с открытыми сердцами и готовы воспользоваться возможностями, которые предлагает нам Вселенная. Наш дух приподнят, а сердце открыто чудесам, которые происходят на нашем пути. С каждым мгновением мы отпускаем страх и сомнения.
Это может сдержать нас, и мы верим, что мудрость Грааля будет вести нас. Когда мы сделаем это, мы почувствуем силу молнии вокруг нас. Будьте готовы принять изобилие Духа, входящее в нашу жизнь. Когда мы сдаемся, шлюзы открываются, приходит поток, и мы растем, как волны. В каждом случае это превзошло наши самые высокие ожидания. Мы потеряли дар речи от изумления и изумления. Когда мы стояли посреди многочисленных наводнений, мы были поражены его огромным значением. Кажется, Вселенная удовлетворена нашей природой. Это приносит нам выгоды, превосходящие наши ожидания. Каждая молитва ждет нас. Мы действительно знаем, что у нас бесконечная любовь и поддержка. Радость и благодарность наполняют наше сердце. Мы будем эффективно использовать эти цифры для создания умной и свободной жизни. Помогите окружающим и создайте позитивные изменения в мире. Мы поражаемся красоте и рукам Вселенной, которая приносит нам радость. В ближайшие дни и недели мы будем смотреть на жизнь непредвзято и удивляться изобилию вокруг нас. Мы наслаждаемся жизнью в полной мере. Наслаждайтесь каждым моментом и будьте благодарны за благословения, которые мы получили. Каждый наш шаг направляется силой, более могущественной, чем мы сами. Пожалуйста, направляйте нас смело и уверенно. Мы знаем, что они ведут нас к высшему благу. Со временем недели постепенно превращаются в месяцы. Мы входим в море изобилия, покрытый всеми формами комфорта и изобилия. Дверь к процветанию кажется широко открытой. Оно открывает множество благословений, которые накатывают на нас, как цунами. Вера и чудо наполняют наше сердце этим изобилием. Мы всегда благодарны за хорошее. Что случилось с нами и уроки, которые мы извлекли из них? Мы продолжаем утверждать изобилие. Зная это, мы подключаемся к бесконечным возможностям Вселенной. Настоящее богатство – это больше, чем просто деньги на вашем банковском счете. Речь идет о счастье, успехе и свободе, которые приходят от жизни в соответствии со своими мыслями и чувствами. Когда вы поймете, что ваши слова способны создать истину. Мы говорим правду без страха и извинений. Мы оглядываемся назад на удивительное путешествие, которое привело нас к этой точке. И мы были глубоко тронуты величиной полученных нами благословений. У нас есть стремление распространять хорошие новости, делясь тем, что у нас есть, и оказывая положительное влияние на мир. Мы понимаем, что богатство – это не то, что нужно хранить. Но этим нужно делиться и праздновать. Иногда в тихих мыслях, когда все внешние раздражители исчезают и мысли становятся одинокими, мы поняли, что нам что-то нужно. Что-то за пределами повседневной жизни. Гиды присутствия знают наши имена и могут ясно видеть нас в самые трудные моменты. Именно в такие моменты к нам приходят люди, чьи жалобы на милость Божию не столь восприимчивы. Дорогие, я здесь, чтобы объявить, что на этой неделе я готов принять чудо, которое изменит мою жизнь к лучшему. Эти слова вселяют чувство надежды и оптимизма, потому что это показывает честность и доверие. Как будет выглядеть это чудо? Технологии изменят нашу жизнь так, как мы и представить себе не могли.
Размышление о значении этого слова приносит удивление, радость и возможности. Мы приветствуем это чудо с открытым сердцем. Я знаю, что это подарок из места безусловной любви и процветания. Потому что кажется, что весь мир ждет чего-то важного. Как будто Вселенная дышала, готовясь к тому, что должно было произойти. Мы, наконец, отпускаем то, что нас сдерживает, и доверяем волшебству, которое в конечном итоге произойдет. Мы верим, что Вселенная будет вести нас в этом путешествии. И когда мы это делаем, мы чувствуем, как энергия вокруг нас меняется. И готовься к чуду. Когда мы летели, прямо перед нами появилось чудо, которого мы так ждали. Это похоже на солнце, выглядывающее из-за туч после грозы. Это лучше всего. Что мы можем себе представить, и когда мы стоим перед этим, нас переполняет удивление и трепет. Все это тяжело давит на нас. Второй, казалось, шел в припрыжку, как будто Вселенная собрала все воедино. Оно благословило нас так, как мы даже не могли себе представить. На втором этапе мы пришли к выводу, что предыдущие исследования подтвердили и поддержали наши исследования. Наше сердце наполнено благодарностью и счастьем за все дары, которые встречаются на нашем пути. Принимая и осознавая великолепие каждого момента, мы используем эту магию, чтобы создать жизнь, наполненную смыслом и целью. Мы восхищаемся его красотой и тем, как мир устроен для нас. В ближайшие дни и недели мы продолжим удивляться чудесам, которые изменят нашу жизнь. Будьте благодарны за каждый момент полноценной жизни и за благословения, которые еще впереди, если вы живете с открытым сердцем. Мы смотрим в будущее с надеждой и ожиданиями. Дорогое дитя, принимай чудеса в свою жизнь с распростертыми объятиями и благодарным сердцем, зная, что Вселенная будет обеспечивать нас, пока мы находимся в гармонии с ее бесконечной любовью и сознанием. Знайте, что вы достойны всего, что может предложить жизнь. И пусть это чудо вдохновит вас на счастливую, целеустремленную и полноценную жизнь. В конце концов, чудеса, которые мы переживаем, напоминают нам о чуде, которое мы все переживаем в разных местах и в разные времена, и о присутствии Бога, который с любовью и поддержкой направляет нас в нашем путешествии по жизни. Это похоже на 1000 существ, которые ободряют и напоминают нам о безграничных возможностях, находящихся за пределами нашего видения. Это помогает нам полностью раскрыть свой потенциал. Вы можете поддержать своих близких так, как вы даже не могли себе представить, выбраться из долгов, приобрести дом своей мечты и многое другое. Добрые и искренние слова наполняют наше сердце радостью и надеждой. Когда мы осознали важность этих сообщений, нас захлестнула волна уверенности. Как будто Вселенная говорит нам все через нашу волю и понимание. Мы можем реализовать наши цели. Изменения погоды говорят о том, что мы скоро встретимся. Возможности для большого бизнеса могут возникнуть из неожиданных мест. Доход внезапно уменьшается или увеличивается. У Вселенной есть способ выражения наших намерений и мыслей. И мы можем почувствовать этот момент любым способом. Эти вещи способны расширить диапазон нашего воображения. И мы принимаем их со смирением и благодарностью. По мере того, как дни превращаются в недели, а недели превращаются в месяцы,
мы приближаемся к нашей цели, тем самым покрывая свои долги и освобождаясь от оков финансового беспокойства. Мы продолжаем защищать наши прекрасные дома. Место процветания и успеха, отражающее наши самые высокие намерения. И предоставляя нашим близким заботу и поддержку, в которых они нуждаются, мы расширяем их возможности невозможным образом. Мы были исполнены великой веры и восхищались величием всего этого. Все, что когда-либо случалось с нами, это дар. И мы навсегда благодарны за путешествие, в которое оно нас привело. Мы знаем, что истинное богатство – это больше, чем просто богатство. Но оно также включает в себя счастье и свободу, которые приходят от целеустремленной и страстной жизни. Поэтому мы постоянно следим за своими мыслями и изобилием. Мы знаем, что, поступая так, мы подключаемся к бесконечной силе мира. Мы говорим правду с уверенностью и убежденностью. Мы знаем, что наши слова могут изменить мир. Когда мы это сделаем, мы будем поражены невероятным путешествием, которое мы проделали, чтобы добраться сюда. И у вас появится вдохновение помогать другим и творить добро. Мы считаем, что успех не поддерживается и неустойчив. Но мы должны поделиться этим событием и отпраздновать его с благодарным сердцем и распростертыми объятиями. У нас есть видение изобилия, и мы поистине безмерно благословлены. Даже в тихую ночь есть рай. Сила любви и света, защищающая нас от бесконечных бед. Человек, способный сопереживать, когда все спокойно и мирно, это тот, кто внимательно наблюдает за каждым из нас. Это позволяет нам заглянуть в наше сердце и умы и понять все наши конечные потребности и цели. «В Твоем имени есть чудо!» — кричал мой сын, хотя была полночь. Услышав слова, сказанные с искренностью и добротой, мы наполняемся чувством удивления и изумления. Как будто Вселенная ведет нас. Свет надежды ярко сияет в ночи. Показывает, что свет всегда включен. Даже в темные времена. Когда мы услышали эти слова, наши сердца забились радостью и надеждой. Если я спрошу тебя, ты будешь серьезен? Ждет ли чудо во тьме ночи? Если да, то каково это? И как это может навсегда изменить нашу жизнь? Тревога накапливается, как свеча во тьме, освещая нам путь каждое мгновение. Когда мы принимаем это чудо в свою жизнь, мы понимаем, что чудеса рождаются из бесконечной любви и изобилия. Когда мы открываемся, мы чувствуем, как энергия течет вокруг нас. Это было похоже на сборку настоящей одежды. Когда мы отпускаем сейчас, чтобы подготовиться к тому, что должно произойти, чудеса предстают перед нами, как звезды в полуночном небе. Стоя здесь перед этим чудом, мы полны удивления и изумления. Потому что это красиво и чудесно прежде всего. Мы можем представить, что принимаем эти дары и все добро мира из благодарности и смирения, потому что мы достойны. В тот момент мы точно знали, как много значат для нас наши сомнения. И как это нам поможет. Когда мы считаем свои благословения, наши сердца переполняются благодарностью. Мы можем воспользоваться этим временем, чтобы построить свою жизнь вокруг этого чуда и его цели. И пока мы идем, мы не можем не удивляться мудрости Вселенной, способной исполнить наши желания.
Пока мы смотрим на жизнь непредвзято, чудеса, постоянно меняющие нашу жизнь, могут нас удивлять. В ближайшие дни и недели. Наслаждаясь красотой жизни, мы наслаждаемся каждым моментом и ценим благословения, которые нас ждут. Глядя в будущее, мы полны новых надежд и стремлений. Мы знаем, что Вселенная всегда дарит нам бесконечную мудрость и любовь. Итак, дорогие, встречайте чудо жизни с распростертыми объятиями и верой. Знайте, что вы достойны всех благ Вселенной. И пусть это чудо вдохновит вас на счастливую, мудрую и полноценную жизнь. Чудеса, свидетелями которых мы являемся, напоминают нам о чуде, которое кроется внутри каждого из нас в сложности жизни, с узами любви и нежной доброты. Нас защищает небо, мудрость и вечное процветание. Он подобен ангелу, который путешествует с нами и дарит нам награды, превосходящие наше воображение. Сотворяя чудеса в вашей жизни, я могу дать вам больше благ. Поэтому не забывайте хвалить и награждать меня за все, что вы получили. Мы преисполнены уважения и благодарности за искренность этих слов. Другими словами, мы чувствуем внутри себя волнение. Небеса, которые укрепляют наши отношения с Богом, похоже, зависят от нашего решения признать полученные нами благословения и быть благодарными за них. Благодарность – это больше, чем просто чувство. Это сила, которая формирует нашу реальность и творит хорошие вещи. Больше в нашей жизни. Поэтому мы можем мотивировать себя посредством привычки благодарности. Хотя я знаю, что шлюзы не откроются для чудес. Однако со временем мы понимаем, что в нашей жизни есть благословения, как большие, так и маленькие. И мы стремимся ценить любовь и поддержку близких нам людей. Доброта внутри нас и красота природы. Когда мы обязуемся иметь веру, мы почувствуем, как наша внутренняя сила растет и соответствует нашему потенциалу для получения большей награды. Крепко держитесь славы Божьей и доверяйте Его обещаниям. Потому что Бог видел, как мы боролись в прошлом. И Он будет верен нам в грядущие дни. Бог готов превратить нашу печаль в радость. И вместо того, чтобы бояться, что будет плохо и горько, потому что наша радость превратится в печаль. Смотрите на Него, хвалите Его, доверяйте Ему и поклоняйтесь Ему. Поступая так, мы позволяем Богу исцелить нас и избавить от всех наших проблем. На следующей неделе давайте найдем время прославить и с нетерпением ожидать благословений, которые Бог приготовил для нас. Доброе утро и верьте в вечную любовь Бога. Потому что Он может сделать больше, чем мы ожидаем или думаем. Похвалите меня, не волнуйтесь. Потому что эта неделя полна надежд, чудес, вех, молитв и исполненных желаний. Давайте продолжим думать о нашем поклонении. И давайте будем приятным ароматом для Иеговы. Хвалите и прославляйте имя Твое ныне и во веки веков. Когда мы сталкиваемся с жизненными проблемами и неопределенностями, наш дух радуется, когда мы осознаем присутствие Господа и с нетерпением ждем благословений, которые Он приготовил для нас. Каждый момент поклонения Богу – это возможность приблизиться к Нему и ощутить Божью любовь глубже. Истина существования и благости Бога – это наше равенство. И мы находим это через поклонение. Неважно, с какими проблемами мы сталкиваемся.
Это постоянное напоминание о том, что Бог с нами и укажет нам путь. Вместо того, чтобы отказываться от страха, помогите нам встать и прославить Бога, отказавшись от беспокойства и страха. Все препятствия будут преодолены могучей силой Аллаха. Когда мы говорим открыто, наши проблемы становятся победами. Пусть вы встречаете каждый день с уверенностью и надеждой. Это знание того, что когда мы полны сомнений и сомнений, Бог сделает больше, чем мы ожидаем или во что верим. Потому что предстоящая неделя будет наполнена удивительными событиями, поскольку Бог действует способами, выходящими за рамки нашего понимания. Твердо держитесь Божьих обетований и доверяйте Его вечной любви. Божья верность вечна, и Он обещает никогда не оставлять и не оставлять нас. Когда мы славим Господа от всего сердца, мы готовим путь для чудес. На следующей неделе мы начнем славить Бога изо всех сил, зная, что Он достоин всех наших благословений. Пребывание в присутствии Бога меняет жизнь, освобождает и исцеляет сердце. Действуйте с трепетом перед могущественными делами Бога и верьте в то, что Он сделал и сделает в ближайшем будущем. Доверьтесь заслуживающему доверия Слову и ответьте на свои молитвы о прогрессе. Я молюсь, чтобы предстоящая неделя была полна возможностей для Бога вмешаться в нашу жизнь. Пусть наше поклонение станет свидетельством вашей доброты и вашего образа жизни. Привлекайте других к себе. И приглашает нас почувствовать преобразующую силу Божьей любви. Мы молимся, чтобы Бог принес нам мир, радость и силу на этой неделе. Все это от Бога. Пусть наше сердце наполнится верой и хвалой за все, что Бог сделал и сделает. Дорогие дети, ваша семья, финансы и здоровье процветают во имя Иисуса. Эти стихи вселяют в нас уверенность в том, что Бог удовлетворит все наши нужды и решит все наши проблемы. Это напоминает нам, что Бог хочет, чтобы мы были богатыми и были вместе как одна семья. Когда вы беспокоитесь о здоровье, финансах и благополучии своей семьи, легко слишком сильно беспокоиться о себе. Но Бог обещает защищать нас и защищать нас. И хотелось бы молиться за наше здоровье, иметь больше денег и строить мирные семейные отношения. Даже если мы сталкиваемся с проблемами со здоровьем. Но когда мы получаем Божье исцеление, наше тело, разум, дух восстанавливаются и исцеляются. Его любовь подобна бомбе, которая взрывается, когда Он этого хочет. Утешайте и исцеляйте нас своей целительной силой. У нас есть бесконечная любовь и цель. Бог – наша доля по благодати. И Бог укрепляет нас во всякой нужде по богатству славы Своей. Даже когда столкнулся с финансовыми проблемами и сомнениями. Давайте доверять Божьему плану и верить, что в свое идеальное время Он даст нам больше. Когда мы переживаем трудные времена в наших семьях и отношениях, Бог имеет 1000 зверей и обещает восполнить все наши нужды согласно своему чудесному богатству. Божья любовь достаточно сильна, чтобы исцелить разбитое сердце и восстановить разбитые семьи. Оно объединяет разногласия и помогает преодолеть старые раны. Мы можем довериться Богу, чтобы Он починил сломанные вещи и восстановил разрушенные отношения. Поэтому, как бы тяжело нам ни было со здоровьем, деньгами или родственниками, мы можем молиться о единстве семьи, прощении и примирении. Божье Слово живет.
Ответ на призыв Иисуса ведет к успеху. Мы можем доверять Божьим обещаниям относительно нашего здоровья, финансов и семьи. Потому что у Бога есть хорошие планы на нас. Он планировал, чтобы мы добились успеха, и Он планировал, чтобы нам не причинили вреда. Чтобы дать нам счастье и будущее, давайте твердо придерживаться Божьих обещаний и доверять Его вечной любви. Принимайте осознанные решения о том, что делать с этими подарками. Защитите себя, выбрав здоровый образ жизни, финансирование посредством тщательного составления бюджета и сбережений, а также открытые отношения открытого общения, прощения и любви. Этого достаточно для того, чтобы мы могли отдать свое здоровье, деньги и семью в руки Бога. Давайте решим искать Божью волю и руководство во всем, что мы делаем. Он является источником всех знаний и силы. И Бог обещает вести нас по прямому и узкому пути, ведущему к счастью, процветанию и успеху. Пожалуйста, молитесь, чтобы мы выдержали испытание временем. Маша Аллах, прежде всего хочу выразить свою благодарность. Я также молюсь за хорошее здоровье сегодня. Очищает душу и успокаивает разум. Он исцелил мое тело, убрав все боли и боли. Порадуй меня еще раз, Ты мой целитель, покровитель и покровитель. Ты можешь делать что угодно. Я всегда верю в Тебя, во имя Иисуса, аминь. Он посылает счастье вместо печали. И замените успех успехом. Я подарил вам лекарства, свободу, богатство и общее здоровье, которые вы ищете. Господь Иисус, Ты скала, на которой я строю свою жизнь. Мой любимый и друг дома Тихо. Ты всегда в моих мыслях и молитвах. На этой неделе Бог делает удивительные вещи в вашей жизни. Если вы скучаете по Иисусу, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Эта неделя может принести большие благословения и успех. На этой неделе Бог сотворит чудо в вашей жизни. И вы увидите улучшение в своем здоровье, карьере, деньгах, отношениях и жизни в целом. В вашей жизни вот-вот произойдет что-то настоящее. Это время успехов и перемен. Я с тобой, я позабочусь о тебе, куда бы ты ни пошел, пока я не выполню все свои обещания тебе. Бог, который не может оставить тебя, сильнее любой проблемы. Соревнуйтесь за свое внимание, даже когда вы спите, с чем вы столкнетесь завтра. Грядет еще одна важная вещь. Это правильная информация, правильная ситуация и правильные связи. Полное здоровье и множество преимуществ. Узнайте, почему Христос сказал, что вы унаследуете Царство. Если Бог – Царь, а вы – Дитя Божье, тогда Бог больше и могущественнее всего, с чем вам придется столкнуться. На этой неделе доверяйте силе Бога, а не своей собственной. Если тебе станет плохо, помни, что ты принцесса. Отдайте себя Богу, потому что перст Божий достаточно велик, чтобы справиться с вашими заботами. Дискомфорт и все ваши страхи от аренды до владения, от работы до управления компанией, от должника к кредитору, от боли к цели, от игнорирования к ценности из-за огромных прибылей, которые можно получить. На этой неделе вы получите настоящие новости, благословения, прорывы, новые возможности, надежду, ответы, восстановление, любовь и благодать от Бога.
Нажмите «Аминь» и получите Божье обещание о скором наступлении времени исцеления. Новые начинания. Процветание и победа, даже если страдания временны. Но счастье длится вечно. Он говорит, что облегчит вашу боль, возместит ваши потери и даст вам все необходимые деньги. Ваше будущее будет полно благословений и благодати. Мы хотим начать устанавливать Божье Царство и Божью праведность, чтобы дать тебе все это. Эта неделя полна возможностей изменить жизнь, настоящие знания, лучшее здоровье, деньги и удовлетворение. Это происходит прямо сейчас. Не беспокойтесь обо всем, сделайте молитву своим первым ответом. Не волнуйтесь, спрашивайте обо всем. Скажите Богу, чего вы хотите, и поблагодарите Его за все, что Он сделал. Господь сказал: берегите свое здоровье и залечивайте раны. Поблагодарите Бога за то, что Он сделал, и скажите Ему, что вам нужно. Я заявляю, что Бог превратит вашу печаль в радость. Это откроет двери и создаст возможности именно для вас. Чего бы вы ни просили в молитве, признавайте, что вы это получили. Тогда оно твое. Говорит Господь, Бог отца твоего Давида: «Я услышал твои молитвы, и я видел твои слезы, и я исцелю тебя и твою семью». У Бога есть для вас план, которого вы никогда не видели, не слышали и не представляли. Вы получаете это предложение о работе. Меня повысили, предоставили возможности, извинили и удалили из токсичной среды. Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни, даже если это кажется невозможным. Бог говорит, что наступят лучшие дни. Вы расплатитесь с долгами, ваше здоровье улучшится, вы найдете работу и сдадите экзамены. Никаких больше слез, боли и бессонницы. Вы встретите нужного человека. Мои молитвы за вас. Если сердце твое трепещет, Господь говорит, когда ты молишься, ты слышишь биение своего сердца. Лучшее лекарство от разбитого сердца – молитва. У меня есть ты, и я люблю тебя. Бог говорит, что я знаю все, что ты сделаешь, еще до твоего рождения. Я все равно позвонил. Я не хочу здесь оставаться, потому что это еще не конец. Молитесь за своих близких и друзей от вашего имени, если вы знаете, какую битву они ведут между вами и Богом, когда вы глубоко молитесь. Вы будете удивлены, насколько молитва может вам помочь. Все будет лучше, чем вы себе представляли. Все творение творит чудеса, когда вы решаете быть благодарными, не ожидая этого. Бог говорит, что молитва – это сильное слово. Иногда я слышу этот голос, но я не боюсь. Потому что я запланировал для тебя лучшее будущее, чем ты для себя. Если ты поговоришь со мной, я утешу тебя, я люблю тебя. У человечества есть совершенный метод. Но конец – это дорога к смерти. Сегодня Бог говорит вам, дорогие дети, я знаю, что где-то в мире у вас есть мечта, которая должна сбыться. Сегодня я хочу, чтобы вы осуществили эти мечты. Это сила, деньги, разум и тело. Пожалуйста, выслушайте меня внимательно сегодня. Даже если тебе не нравятся мои слова. Но после прослушивания вы почувствуете, что становитесь сильнее. Поэтому, пожалуйста, слушайте эти слова с чистым сердцем, не думая и не беспокоясь о проблемах мира.
Тогда одно из ваших самых заветных желаний сбудется. Вместо того, чтобы обвинять других, внимательно посмотрите на себя и посмотрите, действительно ли проблема ваша. Когда люди тратят слишком много времени, обвиняя других, они часто не осознают своих собственных ошибок. Научитесь принимать свои ошибки. Я люблю тебя. Я знаю твои страхи, сомнения и самые сокровенные желания. Зная эти вещи, мы приведем вас к глубокому и вечному счастью.